Кыргызстан вступает в новый экономический этап. Государственный бюджет на 2025 год впервые превысил триллион сомов, цифру, которая долгие годы казалась чем-то далеким, почти символическим пределом возможностей экономики. Теперь этот предел пройден. Кабмин объявил, страна входит в год с новым рекордным финансовым ресурсом, который отражает не просто рост доходов, а изменение самой экономической архитектуры республики. Рассматривая консолидированный бюджет на 2025 год, мы официально объявляем, что объем бюджета превысит 1,1 триллиона сомов и отмечаем, что в 2025 году мы впервые преодолели исторический триллионный рубеж. Утвержденный консолидированный бюджет составлял 708,8 миллиарда сомов. Теперь мы завершаем год с ростом на 381,7 миллиарда сомов и с увеличением на 153,8% и профицитом бюджета более 10 миллиардов сомов. Впечатляет не только сам размер бюджета, но и его структура. Год завершается с профицитом свыше 10 миллиардов сомов. Экономисты говорят, профицит стал возможен благодаря улучшенной собираемости налогов, цифровизации процессов и росту активности ключевых отраслей экономики. В течение 2 лет уже каждый год вводится более 150 предприятий, учреждений. Они, соответственно, в совокупности создают рабочие места, отчисляет доходную часть бюджета наша республика, что, соответственно, дает свои результаты. И в то же время из-за того, что государственная доля предприятия, они тоже активно работают. Раньше, если прибыли не давали, сейчас дают. Они тоже, вот поэтому неналоговые доходы увеличиваются, поступления от таможни, ГНС увеличивается, и в совокупности мы видим, что ВВП растет. По данным правительства, за 10 месяцев ВВП увеличился примерно на 10%, один из самых высоких показателей в регионе. Рост обеспечили промышленность, торговля, строительство и повышение прозрачности налоговой системы. За счет фискализации, за счет цифровизации, за счет таких решений, как Тундук, объединение государственных сервисов, снижение возможности создавать коррупционные схемы на низовом и среднем уровне, благодаря объединению информационных систем, цифровизации в налоговой сфере, и так далее. Эти все решения, они имеют долговременный, очень позитивный характер, соответственно, это позволяет собирать больше налогов. Рост бюджета – отражение общей экономической динамики страны. По данным Кабмина, темпы развития остаются высокими. За 10 месяцев этого года рост ВВП составил 10%, показатель, который выводит Кыргызстан в мировые лидеры. Ранее страна с ростом 9% входила в пятерку лидеров. Объем ВВП, закрепленный в бюджетном законе, составляет 1 триллион 624 миллиарда сомов. По итогам 10 месяцев он составил 1 триллион 427 миллиардов 359 миллионов сомов. Прогнозируется, что к концу года ВВП достигнет 1 триллиона 779 миллиардов сомов, что на 155,6 миллиарда сомов больше утвержденного показателя. Рост отмечается во всех отраслях экономики. Среди них стоит выделить строительство, где средний годовой рост составил 42,8%. ВВП на душу населения в 2025 году установлен на уровне $2616. По итогам года прогнозируется $2770, плюс $154. По данным Национального банка, по итогам октября 2025 года международные резервы Кыргызстана достигли почти $8 миллиардов, 7 миллиардов 955,10 миллионов долларов. По сравнению с октябрем 2024 года рост на 3 миллиарда 20,34 миллиона долларов. Экономические аналитики международного уровня отмечают, мировые рынки движутся медленно, риски растут, геополитическая напряженность повышается, но Кыргызстан демонстрирует противоположную траекторию, устойчивость и позитивную динамику. Международный валютный фонд включил страну в тройку мировых лидеров по темпам реального роста ВВП в 2024, достижение, которое выделяет республику на фоне глобальной неопределенности. По данным Международного валютного фонда, в 2024 году Кыргызстан вошел в тройку ведущих стран мира по темпам реального роста ВВП. Среди них в Гаяне рост ВВП составил 43,6%, в Палау 12%, в Кыргызстане 11,5%, в Нигерии 10,3% и в Грузии 9,4%.
Экономический подъем поддерживается не только цифрами, но и ожиданиями бизнеса, инвесторов и населения. По итогам 10 месяцев страна снова выходит на один из самых высоких показателей роста в регионе – около 10%. Среди стран ЕС Кыргызстан показывает самые высокие темпы прироста ВВП – это 10%. В Казахстане – 6,3%, а в Армении – 6%. По сравнению с другими республиками или нашими соседями, в рамках ЕАЭС, если возьмем, у нас очень высокий темп развития ВВП, валового внутреннего продукта, и, соответственно, особенно промышленности у нас очень хороший рост показывает, в строительстве, в сельском хозяйстве, где принимаются соответствующие меры со стороны правительства и руководства нашей республики, они дают плоды. Триллионный рубеж – не просто красивые цифры, это знак того, что экономика переходит в другую лигу. Страна вошла в этап, когда рост становится системным, а финансовые возможности расширяются быстрее, чем прогнозы. Экономисты подчеркивают, задача теперь не только закрепить успех, но и направить этот ресурс в развитие человеческого капитала, инфраструктуры, инноваций и регионов. Нужно, получается, энергетические проекты все запускать на полную мощность. А производство надо, получается, у нас многие предприятия заложены 2-3 года назад, и они только сейчас начнут функционировать, запускаться, соответственно, на плато, то есть на доходы, они выйдут тоже через 3-4 года. Соответственно, вот эти все действия, долговременные, плюс. Страна стоит на пороге года, который может стать не просто рекордным, а переломным. Хотя внешние риски остаются, а глобальная повестка меняется стремительно, Кыргызстан подходит к 2026 году с редким чувством внутреннего равновесия. Бюджет впервые пересек триллионный рубеж, ВВП показывает исторические значения, отрасли расширяются, резервы растут. То, что еще недавно казалось смелым прогнозом, теперь стало реальностью. И триллион – только первая глава. Елена Ткаченко, Умар Малашев, Алату 24. Итоги недели.